Спасатели нашли тело еще одной жертвы взрыва в городе Шахты Ростовской области. Число погибших в трагедии достигло 5 человек. Знание – сила, но только до минус 50. Как родителям узнать информацию об актированных днях вовремя? Добыча не только в России, но и за ее пределами. Алроса займется геологоразведкой в Зимбабве. Вы смотрите новости в прямом эфире на телеканале Якутия-24. С вами Василий Раченко. Поговорим о главных событиях к этому часу. Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Шахтах выросло до 5. Спасатели завершили поисковую операцию. При разборе завалов найдено тело девушки и ставшей 5-й жертвой этой трагедии. Также сегодня в городе Шахты Ростовской области объявлен траур по погибшим при взрыве в жилом доме. Об этом заявил губернатор субъекта Василий Голубев. Напомню, что трагедия произошла рано утром 14 января на улице Хабарова в 9-этажном доме номер 16. Обрушились 2 верхних этажа одного из подъездов. Эпицентр находился на 9-м этаже жилого дома. По данным МЧС, повреждено 4 квартиры. В результате 5 человек погибли, 7 спасены из-под завалов. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. К другим темам. В период зимних морозов родителей школьников волнует один вопрос: актирован ли сегодня день? Информацию об этом можно получать ежедневно с 7 часов утра по местному времени через средства массовой информации города Якутска, в том числе и на нашем телеканале, а также посредством радио ТТИМ. Напомню, что в Якутске и ряде районов установлены следующие нормы. С 1 по 5 классы не учатся при температуре минус 45, с 1 по 8 при температуре минус 48 и с 1 по 11 классы при температуре минус 50 градусов. При этом, если у родителей нет возможности точно узнать, объявлен ли актированный день, или если ребенку долго добираться до школы, родители имеют право по своему усмотрению оставить ребенка дома. Если в актированный день ребенок пошел в школу, для ребенка этот день как обычный. То есть учебный процесс идет по обычному расписанию. Единственное, уже классный руководитель уже более точно контролирует, чтобы ребенка забрали родители или ребенок вернулся домой. Если родитель получает информацию, смотрит УГМС минус 45, то родитель может смело для себя объявить актированный день. Тем временем в Якутии стартует электронная запись в первые классы. В этом году ее проведут в 22 районах республики. В Якутске же электронная запись первоклассников пройдет в 2 этапа – 19 и 26 января. Министерство связи и информационных технологий обращает внимание, что для подачи заявления необходимо наличие учетной записи на портале госуслуги.ру. Для подачи заявления необходимо зайти на сайт edu.edefisyakutia.ru, выбрать услугу «Регистрация заявления в первый класс» на будущий учебный год, далее выбрать район Якутия, заполнить все обязательные поля и нажать кнопку «Отправить». В районах республики у нас будут проходить записи в 22 районах. Наиболее крупные из них это у нас Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Алёкминский, Среднеколымский, Усьянский, Черепчинский и Ивано-Батантайский. В прошлом году через портал было записано 9920 будущих наших первоклассников. Вся информация о школах, в которой запись ведется электронно, и о датах ее начала также доступна на сайте образовательных услуг. Также январь – время подачи заявления на участие в едином госэкзамене. Учащиеся 11 классов и выпускники прошлых лет должны до 1 февраля окончательно определиться с выбором предметов. Заявления от выпускников принимаются по месту учебы, а те, которые закончили раньше, подают в любое среднее общеобразовательное учреждение по месту проживания, независимо от прописки или в управлении образования. Следует учесть, что в соответствии с новым порядком с этого года участники могут выбрать только один уровень экзамена по математике – базовый или профильный. Еще одно нововведение – выпускники могут сдать ЕГЭ и по китайскому языку. Если в прошлом году было 236 пунктов, мы 3 за грубые нарушения закрыли, поэтому 233 остаются.
Вот, и где-то до 1 февраля принимаем заявления от выпускников, и выпускники прошлых лет могут сдавать ЕГЭ в любой школе, где вот даже прописки там не требуется, поэтому администрации школ имеют право принимать своих выпускников и прошлых лет, и студентов СПО. Вот, 1 февраля база закроется, но в прошлом году где-то более 8 тысяч было выпускников, но в этом году примерно так и будет. Нирингринская ГРЭС на реализацию ремонтной программы 2019 года направит 771 миллион рублей. Это на 104 миллиона больше, чем в прошлом. Средства предназначены для ремонта основного и вспомогательного оборудования Нирингринской ГРЭС и Чульманской ТЭЦ. Выполнить большой объем работ коллективу филиала предстоит с марта по сентябрь. Основная нагрузка ляжет на персонал котлотурбинного электрического цехов, району тепловых сетей. На сегодняшний день большая часть необходимых материалов и оборудования закуплены, они уже поступают на центральный склад филиала. А в Ленске ремонтные работы проходят на крупногабаритных кранах и готовят к началу навигации. О том, какая работа кипит в цехах, в материале Олеси Васевой. Полгода без движения. Рабочий режим этих великанов от навигации к навигации. Прошлое закончилось в начале ноября. С тех пор портальные краны замерли в ожидании. Зато в ремонтных цехах речного порта не до отдыха. Здесь к работе готовят узлы и механизмы габаритных машин. Сразу после навигации с них снимаются подлежащие ремонту детали. Как небольшие, так и крупные. Снялись с кранов поворотный круг, меняем втулки. Замена втулки – работа для опытных слесарей несложная, но времени уходит немало. Каждую нужно обработать вручную. Если на примерке втулка подошла, ее устанавливают вместо дефектной. Ремонт опорно-поворотных механизмов крана – дело не ежегодное, приблизительно раз в 5 лет, но обязательное. Именно на поворотные катки приходится весь вес крана с грузом. Детали быстро изнашиваются. Когда дело доходит до ремонта, размер не имеет значения, снимают без проблем. В этом году ремонтируют катки от 2 кранов с нижней причальной стенки. Мы ремонт проводим уже не первый год, и каких размеров не были, механизмы, детали, у нас есть все приспособления, чтобы доставить сюда в цех, поднять, развернуть. Есть крановые балки, поэтому никаких трудностей не испытываем. Необходимость ремонта может возникнуть и раньше гарантированного срока службы деталей. За работой кранов техническая служба следит постоянно. Уже к концу навигации становится ясно, что будут демонтировать для ремонта. Весной все в обратном порядке. Обновленные детали нужно установить на место. Краны пройдут испытания на техническую готовность и будут ждать открытия навигации. Олеся Васева, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». Российская компания «Алроса» займется добычей алмазов в Зимбабве. Промышленный гигант займется в африканской стране геологоразведкой и добычей драгоценных камней. С подробностями Роман Чуриков. Лучшие друзья Зимбабве – бриллианты. Это понимал еще прежний президент страны Роберт Мугабе и держал алмазную индустрию богатого драгоценными камнями государства в своих руках. Но политика изменилась при его преемнике – Эмерсоне Мнангагве. Новый глава государства решил пустить на свой рынок больше иностранцев. В понедельник в Москве объявили, что работать в Зимбабве будет российская компания «Алроса». Я хочу еще раз выразить благодарность президенту Зимбабве, потому что мы встречались в апреле 2018 года, и спустя всего полгода уже «Алроса» открыла офис 6 декабря. Мы открыли офис «Алроса» Зимбабве, зарегистрировали. Сейчас пойдет кадровое наполнение, скоро туда поедут соответствующие специалисты для изучения геологических данных. Чуть раньше в Зимбабве объявили о скором начале работы в стране китайских алмазных компаний. Таким образом, Россия пришла в индустрию драгоценностей этого африканского государства второй. Сейчас Хараре проводит презентации для потенциальных инвесторов и в Лондоне. Мы считаем, что способны внести значительный вклад в мировую индустрию бриллиантов. Мы с коллегами очень рады, что получили приглашение в Москву. Нам продемонстрировали самые современные технологии в добыче драгоценных камней.
И мы, разумеется, очень заинтересованы в их опыте. В Зимбабве не скрывают, что от иностранцев им нужны прежде всего деньги и знания. Страна не в состоянии добывать свои же полезные ископаемые. А для Алросы, крупнейшей в мире алмазодобывающей компании, это возможность закрепиться на рынке Африки, где находится половина залежей драгоценных камней на планете. Российское присутствие в последнее время становится все заметнее в Африке. Это касается как расширения военного сотрудничества, например, с Центральноафриканской республикой, так и торговли. В Якутии идет работа над приданием статуса заповедника ресурсному резервату Большое Токо в Нерингринском районе. По итогам разработки эколого-биологического обоснования будут приняты меры по снижению негативного воздействия ильгинского месторождения на эту природную территорию. Об этом сообщил министр экологии региона Сахамин Афанасьев. Отмечу, что на территории заповедников запрещена любая хозяйственная деятельность человека, в том числе охота, рыбалка, сбор дикоросов, пребывание граждан без специальных разрешений, а земля изъята из любых форм пользования. В большинстве случаев заповедники, в отличие от заказников, закрыты для посещения туристами. На этом выпуск новостей подошел к концу, а еще больше актуальной информации вы найдете на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.